Под гул мощных моторов на Красную площадь входит боевая техника. В рамках государственного оборонного заказа намечен большой объем поставок в войска современных образцов вооружения и техники. Первой проходит колонна бронированных автомобилей «Тигр», стоящих на вооружении армейских разведывательных подразделений. Автомобиль неприхотлив в эксплуатации, способен двигаться по пересеченной местности, преодолевать водные преграды. Командир парадной колонны майор Александр Акименко. На Красной площади боевая техника сухопутных войск. Впервые проходит колонна бронетранспортеров БТР-82А, ставших надежной опорой мотострелков при ведении боевых действий в любых условиях. Возглавляет парадную колонну подполковник Николай Губкин. Колонну бронетранспортеров сменяют танки Т-90А. На грозной боевой технике установлены новейшие виды вооружения для уничтожения на поле боя наземных и воздушных целей. Во главе колонны гвардии подполковник Павел Варичев. В парадном строю колонна 152-миллиметровых самоходных гаубиц 100С, ведет которую майор Николай Васильев. Артиллерийская система 100С позволяет эффективно уничтожать объекты и живую силу противника. Мимо трибун проходит парадный расчет техники войсковой противовоздушной обороны. Самоходные огневые установки БУК-М2 предназначены для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых и тактических ракет противника. БУК-М2 может поражать как наземные, так и надводные цели. Командует колонной подполковник Руслан Войцеховский. На Красную площадь въезжает механизированная колонна войск воздушно-космической обороны. На марше зенитные ракетные подразделения оперативного объединения войск воздушно-космической обороны. Во главе колонны командир зенитного ракетного полка подполковник Дмитрий Беляцкий. На вооружении зенитчиков зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». По своим характеристикам эти комплексы не имеют аналогов в мире и способны уничтожать аэродинамические и воздушные цели на дальности до 400 километров и на различных высотах. Идет колонна зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1». Возглавляет колонну полковник Валерий Варенцов. Это новейшая система вооружения,
предназначена для прикрытия гражданских и военных объектов от всех существующих и перспективных средств воздушного нападения. По Красной площади проходит отдельный ракетный дивизион в числе первых перевооружившийся на высокоточный ракетный комплекс «Искандер-М». Во главе парадного расчета майор Константин Елфимов. В данном комплексе внедрены новейшие научно-технические и конструкторские разработки по созданию военной техники. К трибунам приближаются пусковые установки ракетного комплекса «Тополь-М» под командованием гвардии подполковника Сергея Разумцова. Комплекс обладает возможностью оперативного выхода из пункта постоянной дислокации и скрытого рассредоточения на больших территориях. Его наличие усиливает боевой потенциал наземной группировки при планировании ответных действий и является реальным свидетельством приоритета России в ракетно-ядерной области.